ана жаққа барамыз. О, ана сәл ар жағына барамыз. Удивительное путешествие по Солнечной системе. Давайте попробуем устремить наш взор дальше и выше привычного горизонта и, оторвавшись от земных будней, заглянем глубже в небо. Множество светил и планет окружают нашу Землю. Какое же место мы занимаем в этой огромной Вселенной? Что происходит на других планетах? Найдем ли мы живых существ на них? Или наша планета единственная, на которой есть жизнь? Ближайшая к нам звезда — Солнце. Столь близкая к нам, оказавшись в поле нашего видения, своим светом она заслоняет сияние всех других звезд. В XVI веке Николай Коперник пришел к заключению, что Земля и все планеты обращаются вокруг Солнца. Сейчас в Солнечной системе официально называют 8 больших планет. В нашей галактике Солнце довольно скромная звезда. По классификации звезд Солнце относят к типу желтых карликов. Ученые оценивают его возраст приблизительно в 5 миллиардов лет, тогда как возраст нашей Вселенной около 13 миллиардов лет. В недрах Солнца происходят термоядерные реакции синтеза, в ходе которых выделяется энергия, впоследствии излучаемая в космическое пространство. Кроме излучения, от Солнца уносятся потоки заряженных частиц, которые долетают до всех планет и достигают границ Солнечной системы. Это солнечный ветер. Он есть и у других звезд, и тогда его называют звездным ветром. После Солнца главные персонажи Солнечной системы – планеты, что в переводе с древнегреческого означает «странники». Условно их можно разделить на планеты земной группы и планеты-гиганты. Планеты земной группы отличаются высокой плотностью и твердой поверхностью, как и наша родная планета Земля. От чего и происходит их название. Ядро таких планет состоит из железа и никеля, а тугоплавкие минералы образуют их мантию и кору. У таких планет нет колец, а количество спутников не более 2. Ближе к Солнцу расположилась самая маленькая планета Солнечной системы – Меркурий, размером в 1,5 раза больше Луны. Усыпанная множеством разломов и кратеров, поверхность планеты рассказывает о ее нелегком прошлом, столкновениях и разрушениях. Меркурий довольно мал, он уступает размерами некоторым спутникам других планет, но при этом он тяжелее их. А его плотность лишь немного меньше, чем у самой плотной планеты земной группы Земли. Его можно сравнить с железным шариком в тонкой каменной скорлупе. По одной из неподтвержденных гипотез, Меркурий когда-то столкнулся с другой планетой и при этом лишился своих внешних слоев, то есть самых легких элементов.
Практически полное отсутствие атмосферы приводит к очень резким перепадам температуры. Ночью температура падает до минус 170 градусов по Цельсию. В полдень разогревается до плюс 400. Ближайшая к нам планета — Венера. Размером она лишь немного меньше Земли. Желтые облака планеты, состоящие в основном из диоксида серы, хорошо отражают солнечный свет, поэтому ее называют самой яркой, сияющей на небосводе планетой Солнечной системы. Некоторых она приветствует утром на востоке, другим она желает доброй ночи на западе. Большую часть очень плотной атмосферы Венеры составляет углекислый газ, который задерживает солнечное тепло. Смертельные, раскаленные до 500 градусов по Цельсию ураганы носятся по поверхности Венеры. Ничто живое не способно существовать при таких условиях. Постоянно пополняющиеся запасы углекислого газа в атмосфере приписывают, как правило, вулканической активности. А вот и наш дом, планета Земля. Прекрасная планета, где есть все условия для жизни. Здесь в гармоничном балансе океаны сочетаются с сушей, а живые растения обеспечивают свободный кислород в атмосфере. Сможем ли мы разумно распорядиться своим богатством и сохранить баланс и сберечь наш родной дом? Единственный природный спутник Земли — Луна. Двигаясь по орбите вокруг нас, тихая соседка незаметно, но удивительно сильно влияет не только на приливы и отливы, но и на процессы в живых организмах. Марс. Этот воинственный сосед, названный в честь бога войны за свой красноватый оттенок, уже давно волнует людей своими загадками. Его диаметр в 2 раза меньше диаметра Земли. Здесь зима сменяется летом. На полюсах есть ледяные шапки из углекислоты и водяного льда. Порой наблюдается иней, а временами даже идет снег. Зимняя температура на полюсах Марса достигает минус 153 градусов, а летом на экваторе более плюс 20 градусов. Атмосфера состоит в основном из углекислого газа и очень разрежена. Атмосферное давление в 160 раз меньше земного. При таком низком давлении вода может находиться в жидком состоянии только глубоко в грунте. Это подтвердилось в 2008 году, когда в пробах замерзшего марсианского грунта была найдена вода. Возникает мысль о том, что когда-то здесь могли течь реки и существовать жизнь. На поверхности планеты есть следы пересохших рек и водной эрозии, есть равнины, глубокие каньоны, высокие вулканы и загадочные глубокие дыры-колодцы. Почва планеты содержит много железа, но теоретически имеет и все необходимые элементы для возникновения и поддержания жизни.
Однако существование форм жизни на Марсе до сих пор остается лишь неподтвержденной гипотезой. А вокруг Марса вращаются два спутника – Фобос и Деймос, что в переводе с греческого значит «страх» и «ужас». Здесь, где объект носит такие неприветливые названия, нелегко почувствовать себя спокойно и уютно. Потому лучше мы отправимся дальше. За орбитой Марса расположился пояс астероидов. Множество каменных глыб размерами порой в сотни километров дрейфуют по установившейся силами гравитации орбите. Порой они сталкиваются друг с другом, раскалываясь или наоборот сбиваясь в кучу, меняя траекторию. Научные предположения связывают астероиды с остатками протопланетного диска, строительного материала для всех планет и тел Солнечной системы, который образовался после образования протозвезды. А может, эти астероиды являются остатками некогда столкнувшихся планет? Чем дальше мы погружаемся вглубь космоса, тем больше неразгаданных вопросов. Преодолев пояс астероидов, устремимся ко внешней области Солнечной системы. Здесь нашли свое пристанище планеты, имеющие меньшую плотность, чем предыдущие. Это газовые гиганты. Они все опоясаны кольцами, только у некоторых они выражены больше, у каких-то слабее. Впереди виднеется величественный гигант Юпитер. Это самая крупная планета Солнечной системы. Он в 318 раз тяжелее нашей планеты, в 11 раз больше по диаметру и более чем в 1000 раз больше Земли по объему. Юпитер практически полностью состоит из газа, преимущественно из водорода и гелия, однако имеет и твердый ядро. Высокотемпературные процессы внутри планеты поднимают горячие ветра, несущиеся с огромной скоростью, изливающие облака газов, разноцветные полосы воронки и вихри. Внутри облаков бушуют электрические штормы с молниями в 10 000 раз сильнее земных молний. Красное пятно на Юпитере – это самый известный и крупный шторм Солнечной системы. На полюсах Юпитера рисует свои узоры полярное сияние. Не правда ли он прекрасен? Вокруг Юпитера есть слабые кольца, состоящие главным образом из пыли, а также обращаются спутники. На данный момент известно 67 спутников Юпитера, из которых крупнейшие – Каллиста, Ганимед, самый большой спутник размером даже крупнее Меркурия, Европа, под ледяным панцирем он имеет глобальный океан,
в котором не исключено наличие жизни, и Ио, покрытая вулканами. В некоторых аспектах эти 4 спутника похожи на планеты внутренней земной группы. У них есть внутренний нагрев и вулканы. Сатурн. Сатурн. Он имеет очень примечательную, элегантную внешность благодаря своим прекрасным кольцам. Он имеет схожую с Юпитером структуру атмосферы и магнитосферы. Его объем, правда, почти в 2 раза меньше. Особенность Сатурна в том, что он имеет очень малую плотность, меньше плотности воды. На нем также бывают полярные сияния, а на Северном полюсе есть загадочное шестигранное образование из облаков, некий шестиугольный вихрь 25 тысяч километров в диаметре, окончательно объяснить который ученым до сих пор не удалось. Кольца Сатурна очень тонкие. При диаметре около 250 тысяч километров их толщина не достигает и километра. Они состоят из ледяных частичек с небольшими примесями сополимеров, силикатов и углерода, размером от микрометров до единиц и десятков метров. На данный момент известно 62 спутника Сатурна, самый крупный из которых – Титан, единственный в Солнечной системе спутник с плотной атмосферой. Поверхность Титана состоит в основном из водяного льда и осадочных органических веществ. На нем множество озер, рек и океанов. Однако они заполнены не водой, а жидким природным газом. Если бы его возможно было доставить на Землю, этого топлива могло бы хватить на нужды населения на тысячи лет. Ученые активно изучают этот спутник и предполагают, что на дне водоемов могут существовать простейшие формы жизни. Перед нами зелено-голубой Уран. Эта планета – самая легкая из планет-гигантов. Уникален Уран тем, что вращается лежа на боку, будто катящийся шар. Относительно плоскости эклиптики его ось наклонена на 98 градусов. У него также известны 13 слабо выраженных колец из темных частиц диаметром от микрометров до доли метров. Спутников у планеты Уран известно на данный момент 27, в числе которых Ариэль, Миранда, Аберон, Титания и другие. И вот мы добрались до самой дальней планеты Солнечной системы. Куда? Нептун. Нептун. Прекрасная планета в телескопах нам кажется синим из-за следов метана во внешних слоях атмосферы. Нептун не виден невооруженным глазом, поскольку находится от нас очень далеко. Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 165 земных лет.
бушуют самые сильные ветры в Солнечной системе, достигающие 2100 км в час. В 1989 году в южном полушарии был обнаружен антициклон, сформировавший в атмосфере большое синее пятно, подобное большому красному пятну на Юпитере. Но к 1994 году оно исчезло, а сейчас образовалось новое в северном полушарии. Нептун имеет слабо выраженные кольца, а кроме того у него известно на данный момент 13 спутников. ,99,5% массы всех его спутников приходится на спутник Тритон. Лишь он массивен настолько, чтобы стать сфероидальным. Остальные же имеют неправильную форму. Тритон обращается в обратном собственному вращению Нептуна направлении. За орбитой Нептуна встречаются так называемые транснептуновые объекты. Сюда, например, относят карликовую планету Плутон. Кометы, космическая пыль, метеороиды – все это неотъемлемые элементы Вселенной. Кроме упомянутого главного пояса астероидов, находящегося за орбитой Марса, есть также другой пояс малых тел, так называемый пояс Койпера. Он находится за орбитой планеты Нептун в 20 раз шире внутреннего астероидного кольца и в 100 раз массивнее. Его тела гораздо больше по размеру и состоят больше из замороженных газов. Хоть пояс Койпера порой называют окраиной Солнечной системы, но гипотетически существует сфера объектов, еще более далеких от Солнца. Внешняя ее граница – это максимальное расстояние, на котором Солнце своим притяжением может удержать объекты на орбите вокруг себя. Называют эту сферу облаком Оорта. Долгопериодические кометы, порой наблюдаемые с Земли, прилетают к нам с края именно того прекрасного, но холодного далека. Есть косвенные свидетельства существования этого облака. Но прямые наблюдения затруднены огромными расстояниями и сравнительной малостью объектов, составляющих облако. Ведь они не больше, чем ядра комет.
поражает нас своими масштабами и разнообразием объектов. Но и она лишь крошечная частичка галактики под названием Млечный Путь. А за ее пределами множество других неизведанных галактик необозримой Вселенной. Это необъятный мир, о котором предстоит узнать так много нового. Кто знает, возможно, когда-нибудь людям удастся продолжить свое развитие не только на Земле, но и за ее пределами.